Эфир нашего канала продолжает блок информации. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные новости этого часа. Крупные компании Якутии обяжут в первую очередь устраивать на работу местные кадры. В Мирном начался раздельный сбор мусора. В разных частях города установили новые баки для пластика, картона и бумаги. Россия сегодня возобновляет регулярное авиасообщение с рядом стран. С другими государствами вырастет и число перелетов. По данным Минэкологии региона, продолжают тушить 16 очагов природных пожаров в 9 районах. Вблизи от населенных пунктов действуют лесные пожары в Нюрбинском, Сунтарском, Верхневилюйском и Тампонском улусах. При этом жилым территориям огонь не угрожает. Борьбу с возгораниями ведут более 1500 человек и 140 единиц техники, в том числе 20 воздушных судов, большинство из которых ведет патрулирование. Накануне режим чрезвычайной ситуации введен на территории Хангаласского района. Еще в 10 улусах действует особый противопожарный режим. На особом контроле регионального управления МЧС России находится приближенный природный пожар у населенного пункта Хандага на общей площади 210 гектар. Для защиты поселка задействованы пожарные спасатели региона, подразделения лесоохраны и привлеченное местное население. Проведены работы по тушению, окапыванию ручным орудием, а также проводились работы по расширению минерализированной полосы. Население оповещено и проинформировано. Работы по тушению продолжаются. Для снятия угрозы населенным пунктам Нюрбинского района от природных пожаров продолжает работу самолет Б-200 Хабаровского АСЦ МЧС России и аэромобильная группировка Главного управления. За сутки на пожары выполнено 24 сброса и слито 170 тонн воды. Также огнеборцами проведены работы по тушению отдельных очагов и дым-точек у населенного пункта Маар. По оперативным данным авиалесоохраны на территории региона действует 28 природных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем с начала наблюдения, составляет 16 419 гектар. За сутки ликвидировано 6 природных пожаров на площади 435 гектар. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Вилюйской группе районов, где зарегистрировано 6 крупных очагов на общей площади с момента обнаружения 5102 гектара. В том числе 2 пожара находятся в 5-километровой зоне в Нюрбинском районе. В случае ухудшения обстановки и для защиты населенных пунктов в готовности к применению находится аэромобильная группировка Главного управления в количестве 50 человек и 9 единиц техники. Энергетики восстанавливают линии электропередачи в Якутске, работа которых была нарушена из-за порывов шквалистого ветра накануне. По информации пресс-службы Якутскэнерго, работы проводят в частном секторе в Мархе, по Покровскому тракту, Сергеляхскому шоссе, а также в ряде других районов города. Заявки поступали и от потребителей, сети которых не состоят на балансе компании. Все они приняты и будут отработаны. Крупные компании республики обяжут в первую очередь устраивать на работу местные кадры. Об этом на совещании по ситуации на рынке труда сообщил премьер региона Андрей Тарасенко. Он отметил необходимость закрепить документально приоритетный порядок трудоустройства граждан, постоянно проживающих в Якутии, в том числе состоящих на учете в службе занятости. Как сообщили в Госкомзанятости, в прошлом году уровень общей безработицы в республике составлял 7,7%. Благодаря мерам поддержки сейчас он снизился на 0,6%. Чтобы дальше увеличивать количество занятых граждан в республике и количество местных кадров на производствах, мы будем отдельно с каждым предприятием обговаривать четкую квоту, подчеркнул Андрей Тарасенко. А для молодых специалистов в поселениях Ленского района построят частные дома. Как рассказали в администрации, новое жилье будут строить для привлечения в бюджетную сферу и агропромышленный комплекс на условиях софинансирования. 70% готов взять на себя районный бюджет, 30% предприятие, где будет работать новый сотрудник. Планируется ввести условие, что житель сможет приватизировать дом, если отработает на предприятии 7-8 лет. Заявки на строительство таких домов уже подали несколько сел. Между тем, переселение из ветхого и аварийного жилья – одна из острых проблем региона. Благодаря компании «Алроса» более 500 семей в Удачном получили новое жилье. Под снос идут в основном старые деревянные дома в поселке Надежный. Продолжится ли работа в этом направлении, выясняли наши коллеги.
Поселок надежно начинал строиться в начале 70-х для тех, кто приезжал сюда осваивать новые месторождения. Его эксплуатация была рассчитана на 25 лет. Но вот уже спустя полвека поселок продолжает жить. О его героической истории сейчас напоминают лишь развалины и пережитки прошлого. Разбитые старые окна, прогнившие перекрытия, залатанные фасады домов. Жители уже опасаются за своей жизни и жизни близких. Надежницы одного из домов неоднократно обращались в администрацию с просьбой о переселении из аварийного дома. Моя квартира, вот в частности, моя квартира в этом доме, падала под дом. То есть у нас была вот такая грыжа под дом, зайдешь, и там было видно. Вот. И второй этаж падал прямо нам на голову. Там высота в кухне была где-то 2,10 вместо 2,60. Программа по переселению из ветхого и аварийного жилья работает с 2009 года. За этот период из надежного переселили 75% семей. Некоторые из них получили компенсацию за аварийное жилье, другие – ключи от квартир в микрорайоне Новый город. Весь жилой фонд для переселенцев приобретался за счет средств Алроса. Следующий этап по переселению из ветхого жилья начнется в 2026. Муниципалы надеются, что удачно попадет в эту программу. И надежненцы, чьи дома признают аварийными, переедут в новое жилье. На этом этапе приобретать квартиры будут уже за счет средств республиканского бюджета. Необходимо заказать заключение, оценку независимого эксперта о техническом состоянии конструктива многоквартирного жилого дома. На 2021 год администрация города предусмотрела 500 тысяч, чтобы получить это заключение. В настоящий момент сейчас утверждаются технические условия для независимого оценщика. Волнуют надежненцев не только опасные для жизни условия проживания, но и инфраструктура. Автобусная остановка сохранилась, по-видимому, со времен строительства поселка. Зимой не добраться отсюда на автобусе. Почему? Потому что с ребенком выходишь на остановку, остановка открытая, фонаря нету, освещения нету. То есть поэтому нам приходится добираться на такси утром. Потому что все это очень некомфортно. Морозить ребенка. На детской площадке просто опасно гулять с ребенком. Мусор, стекло и антисанитария. Пыль на тротуарах и дорогах столбом стоит. Когда от ветра, когда от проезжающих машин. Асфальта нет. И все это оседает в квартирах. Все эти проблемы администрация удачного и депутаты горсовета не оставляют в стороне. По просьбе жителей поселка в Надежном были установлены зимние горки. А вот по строительству детской площадки ситуация несколько другая. Жители участвовали в конкурсе «Поддержка местных инициатив» и набрали наименьшее количество голосов. Проект не приняли. Что касается по проблемному вопросу, теплая автобусная остановка, да, здесь жители Надежного испытывают некие неудобства. Действительно, теплые остановки здесь отсутствуют. И в этом году принято решение построить теплую остановку. Но здесь нужна обратная связь от жителей поселка Надежный, где конкретно поставить остановку. До 26 года еще далеко, поэтому по всем волнующим вопросам необходимо обращаться в мэрию. Власти готовы помочь. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Республиканские власти приняли постановление о раздельном сборе мусора в Якутии. Его исполнение в Мирном началось с июня. В разных частях города установили новые оранжевые баки для сбора пластика, картона и бумаги. При этом завода по переработке мусора в Мирном нет. Его строительство запланировано только в 2024 году. Идея в том, чтобы до этого времени мирнинцам прививать культуру раздельного сбора отходов. И если население поддержит инициативу, то пластик, картон и бумага перестанут попадать на городскую свалку. До момента строительства завода собранный пластик и картон на отдельной мусоровозной технике транспортируется на производственную базу ОМПЖХ, где при помощи гидравлического пресса он будет формироваться в брикеты для последующей отправки на переработку в ближайшие города. Ближайшие города — это у нас Якутск, Иркутск, Новосибирск, Красноярск. В Нерюнгри состоялась 26-я сессия городского совета депутатов. Что обсудили, об этом в материале Ирины Кичигиной.
На повестку было вынесено 10 основных вопросов. Это отчет главы муниципального образования город Нерюнгри за 2020 год, внесение изменений в положении о местных налогах, внесение изменений и дополнений в решение Горсовета о городском бюджете на 2021 год, исполнение бюджета за 2020 год и остальные 6 о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Нерюнгри. Отработали хорошо. Очень плодотворно, шумно. Где-то приходится доказывать, объяснять и так далее. После сессии также у нас состоялся небольшой диалог, вопрос-ответ. Это депутаты задавали вопросы работникам Нерюнгской городской администрации, управлению городского хозяйства. Из раздела «Разное» рассмотрены предложения по организации патрулирования на территории парка культуры и отдыха имени Черяева в летний период и законодательная инициатива в Государственное собрание Илтумен по транспортному налогу, которая предусматривает, чтобы 50% транспортного налога оставалось в городском бюджете на развитие автодорожной системы. По данным налогового органа, эта сумма составляет 90-95 миллионов в год транспортного налога. То есть на территории муниципального образования для пополнения дорожного фонда может оставаться 45-50 миллионов рублей в год. Эти деньги, так как будут пополнять дорожный фонд муниципального образования, то можно даже прописать его целевое назначение на текущий капитальный ремонт дорог местного значения. По всем вопросам вынесены положительные решения. Кроме депутатов, в зале присутствовали представители городской администрации, управления архитектуры и градостроительства, управления городского хозяйства и руководители бюджетных учреждений. Ирина Кичигина, Сергей Козюра, Нерюнгри. Россия сегодня возобновляет регулярное авиасообщение с рядом стран. Это Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватия. Начнутся и чартерные полеты в Албанию. Помимо открытия новых стран для перелетов, увеличат количество авиарейсов с Грецией на 2 в неделю, с Азербайджаном, Арменией, Катаром, Узбекистаном и Таджикистаном на 1 рейс, а с Египтом и Сербией до 7 рейсов в неделю. Кроме того, Россия увеличивает количество полетов по маршруту Москва-Минск до 10 в неделю. К разрешенным рейсам добавился и маршрут Москва-Мюнхен. К этому часу это вся информация. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.